Arne gulda yarvıta tardar kanı Dara şufalgon znoga marajlawe Dar tak fiyaden yagaratana Hey cidi Takudısı panadişta zardayı Hey cidi Takudısı panadişta zardayı Говоря о Таурбеге Александровиче, или Тате, как его все здесь у нас любовно называли, видимо, не только у нас, я бы прежде всего отметил, что более разносторонней личности мне не приходилось встречать не только из того старшего поколения, которого он представлял, но и после него. Даже вот мне трудно сейчас перечислить, я его, как младший очень неплохо знал, он ко мне как-то по-особому всегда относился, может, как однофамилец, может, другие были причины. Но буквально не только меня, видимо, поражала разносторонность его интересов. И актеры, режиссеры, композиторы, я не знаю, чем он только, по-моему, не занимался. И когда вот открылся Остинский театр, новое здание, если я не путаю ничего, то по оформлению он принимал, по-моему, главное участие. Это вот одно из его, не скажу последних, но таких крупных дел, которые он после себя оставил. Он очень хорошо знал осетинский фольклор, культуру Осетии. И тут, видимо, конечно, сыграла роль и семья, из которой он происходил. Значит, его отец Савий или Александр, видимо, в христианском оформлении написания, был одним из лучших представителей вот первой остинской интеллигенции Южной Осетии. Да и не только Южной, наверное. И это, конечно, наложило. Это же сыграло роль в его судьбах 30-х годов, связанных с 1937 годом. И, видимо, не будь вот этих лет, я не знаю, как бы еще раскрылись его таланты. Таким авторитетом, которым пользовался он не только среди нашей интеллигенции, но вообще среди Остин Юга и Севера уж потом, когда он переехал, мне вот трудно вспомнить кого-нибудь, кого можно с ним сравнить. Нас можно назвать Таурбегом современниками, но никак не ровесниками. Я была представителем младшего поколения 40-х годов, и поэтому я в театр ходила, водили меня часто в театр, а больше всего я слышала об этом впервые дома у себя, потому что дядя мой был актером театра, и приходил к нам очень часто, почти каждый вечер или каждый день, и они с мамой разговаривали, и все время там звучало слово «Галуэте сови, хавилапу немакуса, види соджлапу, невдаркане, песоте дарказе». Ну, вот такое первое впечатление у меня было, что это нечто интересное. А потом уже, когда мы стали подрастать, когда мы уже в театр ходили сами без родителей, мы видели, что все время мелькал в театре, в фойе. Потом мы видим начало волнительное такое перед оркестр, там что-то настраивает маленький оркестрик, фортепиано, тата пробегает сюда, можно я его так буду называть? Он пробегает туда, пробегает сюда, и все время он был на виду. Он все время вертелся и чувствовал, что он был одним из стержней любого спектакля. А потом мы стали постепенно узнавать. Вот замечательный и такой романтический, скромный. Мы не могли судить о достоинствах этой скульптуры,
Может, это был не Фиди, это был не Бенвенуто Челлини, но это была замечательная, теплая скульптура, которая украшала аллею на переходе к почте от улицы Хитагурова. Фатима. И фонтан этот назывался Фатима. И когда здесь появлялись редкие, не очень много бывало заезжих людей тоже, когда у нас открыли туристическое бюро, это или учреждение, не знаю, как его назвать, уже стали появляться туристы, приходили, и был такой гид, который объяснял с неподражаемым цхинвальским акцентом: вот это Фатима, и рассказывал, кто эту Фатиму сделал. То есть в городе его имя было у всех на слуху. Я могу сказать, говоря современным языком, очень нелюбимое слово, он был брендом Цхинваль. Так, абсолютно популярный, всем знакомый. И никто бы никогда не сказал, что у этого человека огромное горе, что он сын репрессированных. Что он делал? Он оформлял спектакли. Я только помню Архо и Алгара. И это было такое, я думаю, что это было влияние Махарбека Туганова. Потому что Махарбек Туганов служил в театре художников. Вы увидите фотографию, можно я скажу о ней? Да, вот есть фотография. Здесь в самом центре сидит Махарбек Туганов среди театральных деятелей, актеров, художников. А Тата вот молодой, красивый, сидит в первом ряду. Они очень тесно общались. Тата учился пластике. Я не искусствовед, я говорю просто как зритель, как человек, который это потом видел. Учился пластике, конечно, у Махарбека Туганова. И вот Амуран был замечательно оформленный спектакль. Эти фигуры, эти какие-то там сказочные, полусказочные, какие-то были тона бежево-коричневые. И очень это уводило в старину. То есть у него было замечательное ощущение стиля. Надо быть искренним, потому что память его слишком, как вам сказать, ну, слишком чистая и возвышенная. А не Тата композитор для вас, когда тоже в театре, тоже в театре. Но открылся он для нас, для всех цхинвальцев моего поколения, конечно, своей замечательной режиссерской работой. Это постановка оперетты Дунаевского «Вольный ветер». Если в Цхинвале когда-то был праздник духа, сделанный силами Цхинваля, это была постановка «Вольного ветра» руками, талантом, душой этого замечательного человека. Что это было? Это был праздник. Весь город стоял на ногах, я не хочу говорить на ушах, на ногах. Все рвались в театр, потому что была чудная музыка. Вы знаете оперетту «Вольный ветер», это из лучших оперет советских. Чудная музыка. И Тата, как он сумел собрать столько талантливых людей, обычных, всем знакомых, и никто не предполагал, что у них бездна музыкального таланта. Если я хорошо помню, 2 раза я была на этом спектакле. 1 раз меня протащили. Буквально, потому что туда невозможно было попасть. После этого я в Цхинвале такого ажиотажа никогда не видела. А это все было дело Таты. И все делал он. Очень жалею, что средствами телевидения нельзя показать всех тех, которые окружали Тату, и ту среду, в которой он возрастал. Да? Они тоже как флюидами своими его снабжали, потому что были очень яркие актеры. А на таких ярких актеров зритель шел не то что охотно, а это был действительно центр притяжения, центр культуры. Атаурбек – это великий человек для нас, для осетин, великий художник, великий театральный деятель. Я тогда был молод, учился в институте, и для меня самое любимое место был театр. Театр, который находился в центре Цхинвали. И я счастлив тем, что вот по своей молодости, во время своей молодости встречался с замечательными людьми, замечательными, вот, душевными людьми. И один из них, это
Таурбек. Я вот его облик, я вижу с улыбкой всегда. Вот его улыбки человека можно определить, как он к себе относится. И он к людям вот так относился. И я помню, что он, когда пришел в институт, и там ставил чеховскую пьесу «Медведь». Если вы помните, медведь, значит, вдова, и к вдове приходит холостой тоже помещик, и между ними происходит такая ситуация. И Таурбек мне дал роль этого медведя. А я был щупленький, худенький, это то же самое, сейчас тоже я не очень. Вот. И он мне дал главную роль. А роль этой вдовы исполняла студентка 4-го курса, русская, Сахарова, по-моему, ее фамилия была. Но она была такая дородная, пышная. Ну, ей было лет, наверное, 26-27, вот так. Она была жена военного офицера здесь. И это конфликт такой интересный был. Понимаете? Она такая... А я шел, он мне тата мне, значит, усы сделал, такое, чтобы придать значительности. И я когда начал играть эту роль, я выглядел, видимо, очень, все хохотали, смеялись, как я добивался ее любви, как пыжился ее, как она на меня смотрела. Вот первый раз я там встретился с татой. После этого он почувствовал во мне, наверное, я очень любил театр. Ну, вот это первая встреча была. Потом, в дальнейшем, тата что совершил? Он великий. Это человек, который, не имея специального образования по искусству, он владел всеми видами искусства. И первым делом. И все это родилось у него откуда? От театра. Они жили около театра, они жили. Его родители около театра. И он, видимо, все время в театре был, все время в театре. Потом там Туганов, когда приехал сюда, тоже он общался с Тугановым. Туганов тоже напротив их дома, возле гостиницы дальше, там он жил, Туганов. И вот общался, и он любил театр. И он был всесторонний. Он художник был, художник-декоратор театра. Он задумал великое дело. И он решил поставить в Доме культуры, у нас поставить оперетту. Оперетту «Вольный ветер», оперетту Дунаевского. Он выписал пьесу, ноты выписал, все это такое. Он сам организовал оркестр, организовал артистов, роли кто исполнял, всех способных собрал, художественное училище, там учились и русские, и всех национальностей, интернациональная была бригада, собралась, одно поколение, собрались они. И он всех обучал вокал. Песни пели они. Хоровые песни там были. Сольные песни были. Танцы ставил тоже сам. Обучал нас танцевать. Ну, это было что-то, мы так увлеклись, так он нас увлек. Эти поколения, вот сейчас вот моего возраста, они здесь все вспоминают всегда все это. Скульптор, композитор, музыкант, на скрипке играл, в оркестре участвовал, оркестром дирижировал, живым оркестром дирижировал. Ну, просто поразительный был человек. Но он был душевный. Все это от души он и делал.
Я поражаюсь, что не имея образования специально, он потом начал скульптуры делать. Возле памятника, перед памятником Коста, скульптуру Фатимы он сделал. Что такое? И перед гостиницей тоже была скульптура была им сделана, слеплена. И вокруг него собирались такие способные все люди. И мы этот спектакль показывали в театре. И до показа театра, в театре был начальник отдела культуры Поростаев такой. Поростаев такой был. И он помог нам. Из трудовой колонии он пригласил оркестр, был там, самодеятельный оркестр. И этот оркестр днем там поставили его туда, на балкон театра. И они с балкона театра играют, оркестр вовсю играет. Люди собираются, в чем дело, что такое. И к вечеру, уже к началу спектакля, давка была, все билеты проданы, театр заполнен, остальные остались на площади. И мы сыграли этот спектакль 4 раза подряд. И 4 раза полный зал. Это было что-то необыкновенное. А до начала спектакля рекламу мы такую сделали, транспаранты большие, и написано «Вольный ветер». И мы 6 месяцев работали на спектакле, представляете, 6 месяцев. И в 6 месяцев ежедневно постоянно Таурбек работал с ним. Вот такой он был великий человек. Потом все исполнители главные, когда нас встречали по улице, все говорили, именем этих героев, которых мы играли. И нам за мной тоже осталось это имя Микки. Я был Микки, главный герой я был. Один факт вам расскажу. У нас, значит, концертмейстером была фамилия, ее была старуха, пианистка. И он ее привел, она играла все время на репетициях и на спектаклях тоже. Но иногда она начинала клевать и засыпать. Но у нас еще там один участник был, Тарел его звали, он был медик был. И когда она уже он, Тарел, тата говорит, Тарел, шприц у него был, и сделал шприц, она начинала играть. Вот понимаете, и вот это, я исполнила 70 лет. И она ничего не знала. Мы репетировали в Доме культуры в парке. Дом культуры репетировали. И когда репетиция закончилась, мы... Так, сцена, за сценой там комната была большая. И в этой сцене, значит, туда пришел и тата и повел под ручку Назик и посадил за стол. Она смотрит, там огромнейший торт. Огромнейший торт. И там написано 70 лет. Она когда-то посмотрела, что это такое? Вот, говорит, в честь дня вашего рождения. Она чуть в обморок не упала. Бедная плакать начала. Вот это характеризует вот его человеческая натура. Его благородная натура. Я его с детства знаю. Но вот он считался самым лучшим театральным художником. Он там работал, Таурбек. И я, когда он меня поймает, или поласкает, или угостит, или что-то такое, так вот. Но мне, конечно, иногда так не хотелось, чтобы он меня жалел, но все-таки, когда голодный, никуда не денешься. Так что... Вот он еще рассказывал, еще сейчас я ему напомню просто. Таурбек был постарше,
А когда их родители забрали, ну это же как, типа, камнями швырялись, понимаешь? Сын врага народа, а Таурбек постарше, соответственно, и здоровье больше. И вот он его защищал, в смысле, чисто физически, прям вот, как есть, заступался, да. Ну да. Троцкий, Столыпин. Как человек, он меня это любил и так вот меня жалел. Не показывал, что жалеет, а старался так, знаешь, во-первых, чтобы меня не обижали там посторонние. Иногда провожал даже. Вот. И с Таурбеком были очень близки. Причем еще наши родители друзьями были так. Я был маленький, 7,5 лет. Вот. Поэтому я мало что помню. Но мы по одной улице жили. Там разница 6 или 7 домов. Вот. Улица там, они с той стороны жили, и с этой стороны. И близко. И почти каждый день мы встречались. А моя сестра и Галина, они как две сестры были. Вместе учились, вместе прямо вот так вот, не разлей вода. Мы очень плохо жили. Ну да. С бабушкой там, подвала. Это 37-й год, когда арестовали родители. Нас выбросили. Она русская была. И она меня очень, так, знаешь, баловала. Таурбека мать. Я всегда убегал. Она меня приглашала, чтобы накормить. А мне это где-то задевалось чуть-чуть, что я не голодный и убегал. Но иногда меня Таурбек поймает, а ну-ка, и заходи, и накормит. Ну, а я так вот старался не... Ну, конечно, хотелось, чтобы накормили, но гордость не позволяла. Я тогда была не тем, что отец репрессирован, а как говорили о нем. Говорили с сожалением, с любовью, Целагану Десты и так далее, и так далее. Меня не унижало это. У Ксара было другое, потому что Ксару вспоминает другое, потому что такая сволочь, как Станакор Слабико, занял, он знаменит был на всю Осетию, как, ну, жуткий человек. Он их выгнал на улицу и знать не хотел, куда они там денутся и что. А куда тата делся с сестрой, если Аксара стреляли, мать сослали? А где были тата с сестрой? Ну, их выгнали из этого дома, они где-то жили, я не знаю, где они жили. Я не жила тогда в Стрелаве, кстати, я не знаю. Но началась война, и тата пошел на фронт. Совсем мальчишка. Родился он 19 февраля 24 года в городе Владикавказ в семье врачей. И спустя определенное время они переехали в город Сталинир. После этого он пошел в школу, в третью среднюю русскую школу, стал ее учеником. И проявляя свои данные художественные, и не только художественные, он был самоучкой, он играл и на скрипке, и на фортепиано, и занимался скульптурой. Уже в 9 классе ему, как говорится, дали возможность преподавать уроки рисования в младших классах. Потом, спустя чуть-чуть попозже, уже в старших классах, он организовал первый джаз-оркестр, который принимал участие в республиканском фестивале, и в городе Тбилиси они получили первое место. Они с удовольствием бы занимались своим творчеством дальше и собирались в поездку в Москву, но, увы, в это время началась война. И, как вы сами сказали, это был первый выпуск третьей школы, которые ушли на войну. Он, как добровольцем, он ушел на войну, и он, как сын репрессированного, его определили в штрафбат. И он воевал в Керчи. Это было в 1942 году. Начинал он свой путь боевой оттуда. После этого он, вот я помню, мы обычно собирались на день рождения дедушки, и там в разговоре мамы с сестрой, мне врезалось в памяти, вот такой момент врезался, что дедушка рассказывал, как они попали, он служил потом в разведке, как они попали в окружение немцев,
и находились где-то в течение недели в окружении. На болоте, прямо на болоте они были целую неделю. Они этого заболели цингой от голода. И в таком состоянии они там питались молодыми побегами деревьев. Это, конечно, страшный момент, даже сложно, трудно об этом говорить, но выходя из окружения, он попал под обстрел, естественно, получил очень тяжелые ранения. Он дважды был ранен в течение войны. Выйдя из госпиталя уже попозже, его перевели на передовую Белорусского фронта. Когда он вернулся с войны, творческую деятельность свою продолжил, получил награды за отвагу, получил орден Красной Звезды. В 35 лет уже после войны он стал заслуженным деятелем искусств и продолжал и рисовать, и писать музыку, и скульптурой увлекался. В данный момент единственное, что осталось из его работ в Южной Осетии, это скульптура, которая расположена на площади центральной. Часть его работ находилась в нашем музее краеведческом. Естественно, в данный момент мало что там сохранилось. То же самое, это живые его работы, фрески, которым был украшен наш театр, Государственный театр. Очень жалко, конечно, что этого не сохранилось, но я надеюсь, что по фотографиям, по архивным данным это восстановят, это будет память. Урдге курыздахти, это встадает сразу бошади, махма военной формы, лейтенанты, сахшинели мидак, потом чендяхсав комескану. Беттума, кустама, на фоси башни шел, ди хастереста, жир цусседества, и роту юфурка мера кутта. Саккуя кутта фцог, наищадима, я дуга кохал, дик, уже вертам, яфтамай, рохостафале. Кем фахостай ту и того и роудима, кайом рохостай. Amma nem arra je ústat ten sejlen kafétesi kalattek od bolhatta. Вецеген яхибор наведим, зардофтер шогуртови, куду дивиз на зону. Летинг бофандедис. Валет бофандедис шоколад من بخس ناله وقتما. این نیشو دیمه. یک کاستم خواستم میای کت بازار مر. شکلات تبال خطا. یوجا بگم مثلا ستور کارتر بخواستم ما یرم دام خر. Отлично, он все время был такой высокий, длинный, в комбинезоне обязательно, в комбинезоне, с этими бутыльками здесь, на фотографиях только видел, с орденом, говорит, это ордена, по-моему, красную звезду было. Да, красную звезду, это заранее не давали. И еще помню, как тоже его нету, один из этих учеников, в театре тоже работал, Ролан Чучев, великолепный. И вот они делали пьесу, ставили «Амрам». А не декорация, а заставка, первое, с чего начинается, это во с целью из алюминия рельеф Амрам разрывает эти самые оковы, видимо, это все это было с этого снято чуть-чуть, с Сунгом Махамбека Туганова. И вот это выколотку они все время это стучат, это грохот там, это где-то фотографии не могу найти. Вот он стоит на полу и сам и разговаривает со мной. Я тоже все время там присутствовал. Вот. И он был товарищ, был художник, я все равно в него попадал. И это было, знаете где? Это в театре Москвы, это сзади огромный зал был там для эти рисовали задники. Задники это большое помещение, величиной со сцены, даже больше, вот такое вот там. Потом отверстие там спускали эти. И вот это тоже задних тоже туда спустили. И вот эту самую заставку такую вот перед спектаклем на Амраме тоже делали там. Куда это алюминий делал, сапоги, узнаешь, это алюминий. Да. И вот, вот эти, чем он отличались, и вот эти самые декорации. Это были настоящие дома. В них можно было жить. То есть не легко, такой. Нет, они были машины, есть остаток, а это все. Это декорации, которые все упадут, они погребут кому угодно. Машины, настоящие, дерево уходило, ткань.
Кстати, знаете, что он пьесы писал? Алмазовым. О революционных событиях в Осетии, что такое. А еще была такая декоративная скульптура с дельфинами. В детском парке мне это разучили уже. Доска почета тоже он делал. Со скульптурами, со львами. Из пасти выходит вода. Вот это. Да, еще одну штуку. В Москве он познакомился с сирийскими осетинами. Знаешь? Познакомился с сирийскими осетинами. И они ему писали. И писали очень интересные письма. И просили прислать патефоны Табахта. И вот тогда я узнал, что он их послал. Он же постарался, знаете, что сделать? Издать в Цхинвале впервые Икскуля. И да, постарался. Потом 2 фильма сняли по нему. Легенда говорит, барон Икскуль это. Вот это интересно. Интересно, что вот эта книга вышла. Эта книга тоже благодаря ему вышла. Автором была Войнова. Иоанн Тамара Давид. Это, и он взял сюжет и сделал, так сказать, киностудия у него была фактически, киностудия. Он начал кино снимать, съемочные аппараты, все это купил он, все приобрел, все занимался активно этим делом. Его никто не поддерживал, понимаете? Вот у нас все так. У нас беда в том, что вот он столько времени в театре работал, он здесь вырос. Его первым учителем был Уганов Махарбек. Он заметил его рисунки, он же мальчишка был маленький тогда. Не поддерживает, как следует. Это все идет от руководства, от чиновничьего. Когда чиновник сидит, министром культуры, отдел культуры, сидит человек, который ничего не соображает в искусстве, не понимает абсолютно. Он только чиновник. Я когда в Цхинвале учился, тогда я уже знал от Тата Гаглоева, что в театре работает талантливый художник. И мы, студенты, специально шли в Цхинвальский театр, смотрели спектакли, а нас идея спектакля не так интересовала, как оформление. По кускам разглядывали, радовались вот этим. Это очень сильно нам нравится, и где-то у меня, конечно, в душе появилась идея, что я хочу театральным художником. И вот оттуда я знал его работы, там смотрел много. Потом я уехал в Ленинград, он здесь тоже много работал. Но здесь я его работы тоже смотрел и любил. Мне нравится как профессионал, хотя он в академии не закончил, но очень был одарен от природы. Я бы сказал, это художник от Бога вот такой. То есть он интуитивно все знал, где что надо, где что полагается, и создавал. Вот, и Амрана я смотрел, тоже очень интересные задумки были, как скалы такими большими пластами ставлены, вот, лазили. И целиком его работы были очень интересные и очень колористические, цветовое решение очень великолепно. По-настоящему осетинское какое-то искусство, я бы так сказал. Поэтому у меня сердце впало, вот, что вот такой художник был, и не стало. Конечно, ушел большой художник. Плохо то, что вот сегодня, то, о чем мы говорили, что в театре ничего не сохраняется. И о художниках мало пишут, и не писали ничего. И про меня даже ничего не... Я тоже 18 лет проработал, и никогда ничего не написали. Такого хорошего. Если мы ездили за
гастроли. Вот там писали в Москве, Ленинграде, Тбилиси. На месте никогда ничего не писал. Так и про Таты тоже ничего. Я тоже искал его в эскизе какие-то. Что-то написано, но ничего не находил. Но я считаю, что Тата Гаглов великий художник, и великий художник театра, и он много сделал для Южной Осетии и Северной Осетии, для Осетии и в театральном искусстве. И печально то, что и в музеях ничего нету, ни в Цхинвале, ни здесь. Это очень печально, и мне жалко, потому что люди работают, создают, а потом бесследно исчезают. Если бы возьмем Ван Гога, если бы вместе с ним и его работы исчезли, это, конечно, было бы плохо. Но ведь это умеют художника сохранить и сохранить его работы. И сейчас они шедеврами миллионы, миллиарды стоят. Но у нас, наверное, таких традиций пока нету и не предвидится, наверное, никогда. Не знаю. Хотелось бы, чтобы у нас тоже это было. Да. Печально. Что поделать?